Меня с Юрием Алексеевичем связывают и в некотором смысле личные отношения. Я еще в начале своего членства в партии, несколько лет назад, написал брошюру «Социализм, теория и практика. Путь к версии номер 3». Так вот, на эту брошюру меня вдохновил Юрий Алексеевич. Более того, он сделал все для того, чтобы эта брошюра была издана. Я ему безмерно благодарен, и остается только сожалеть, что Юрий Алексеевич так рано нас покинул. Я уверен, что если бы он был жив, то подобного того, что происходит сейчас в «Справедливой России», членом которой он являлся, не было бы. То есть это не только политический тяжеловес, как принято сейчас говорить, это замечательный человек. И вы знаете, меня беспокоит мысль, меня коробит мысль о том, что комиссию по увековечению памяти Юрия Алексеевича возглавляет единороссы. Против них как бы я ничего не имею. Это люди наверняка заслуженные и компетентные, я имею в виду тех, кто возглавляет эту комиссию. Но было бы логично, чтобы эту комиссию возглавляли все-таки его однопартийцы. К сожалению, так не произошло. И, к сожалению, я, честно говоря, не замечаю признаков, позитивной памяти о Юрии Алексеевиче Спиридонове. К сожалению, после его кончины редко вспоминается его имя. А его авторитет имел огромное значение для становления партии, для ее успешного развития. А какие-то конкретные предложения? Какие могут быть конкретные предложения? Я, что называется, далек от работы этой комиссии. В общем-то, я не имею отношения к ее формированию, к ее работе. Какие конкретные предложения? Если есть возможность, то есть кто-то из его однопартийцев, тем более те люди, которые сейчас находятся в партии «Справедливая Россия», многие с ним работали, я так думаю, они должны проявить инициативу, и каким-то образом исправить ситуацию, когда та партия, которую он создавал, те люди, с которыми он работал, в бытность еще главой республики, к сожалению, каким-то образом отдалены от тех праведных дел, которые необходимы для увековечения памяти такого замечательного человека для всей республики.